А можно ли сегодня говорить о том, что люди, оставшиеся без работы, не всегда идут на имеющиеся вакансии? Знаете, это очень интересный вопрос, который для Международной организации труда, с которой мы сотрудничаем, и мы знаем, что представители Международной организации труда приезжали в Коми, является одним из самых важных. Считается, что человек, который ищет работу, должен это сделать за 90 дней, за 3 месяца. И в принципе бывают, конечно, такие случаи, когда человек потерял или одно место работы, уволился с работы и буквально уже через несколько дней приступил к новому. Это очень хорошо с точки зрения, наверное, психологии. То есть человек не очень расстраивается тому, что происходит. Работа занимает в нашей жизни, как известно, не меньше трети всего времени. И это очень хорошо, если у людей получается так сделать. К сожалению, получается не у всех. И поэтому здесь очень часто, вот мне очень нравится вопрос ваш, в связи с тем, что мы можем поговорить о таких услугах, которые служба занятости в обязательном порядке по всей республике Коми оказывает, как социальная адаптация безработных и как их психологическая поддержка. Психологическая поддержка – это возможность с профессиональным психологом обсудить свое состояние. Возможно, многих людей действительно необходимо ничуть не наставить на путь истины, а наоборот поддержать, сказать, что потеря работы – это не трагедия. И чтобы они смогли открыть в себе новые возможности. У нас очень много сейчас возможностей с помощью компьютера для психологического тестирования, возможностей для того, чтобы повыбирать себе вакансии, для того, чтобы даже с помощью, допустим, скайпа или каких-то других программ дистанционно провести собеседование. И да, не все люди трудоустраиваются с первого собеседования, может пройти выбор, на который потребуется время. Если вдруг это не получается, вступает в силу еще одна очень хорошая услуга, которая есть во всех центрах занятости – социальная адаптация на рынке труда. Наверное, рынок труда несколько поменялся. Это часто бывает важно для тех людей, которые проработали на определенном месте значительное количество времени. Даже 5-7 лет назад были иные условия труда, иные требования к профессии. Есть тренинговые формы, есть работы в малых группах, чтобы правильно те, кто прочтут, и те, кто нас смотрит, понимали, в центрах занятости не 20, не 30 человек. В центрах занятости работают с небольшими группами, в 5-7 человек, в 3-4. Это удобно, потому что в таких микрогруппах человек начинает проявлять свои новые навыки. Возможно, кому-то нужно преодолеть стеснение, кому-то нужно научиться правильной речи, кому-то нужно правильно презентовать себя, кому-то писать резюме. Вот благодаря тому, что эти услуги есть, трудоустройство граждан улучшается. Но, конечно, на них требуется время. Поэтому требовать, чтобы все безработные граждане в первый же месяц-два работы трудоустроились, это неверно. Но Международная организация труда все эти случаи, о которых мы сейчас с вами поговорили, проанализировав, говорит, что в среднем потребуется 3 месяца. Есть, наверное, те, кому не удается и в 3 месяца трудоустраиваться. Но здесь уже есть другие программы у службы занятости, о которых мы, наверное, еще поговорим, и которые позволяют даже в такой ситуации найти выход. Я абсолютно уверен, что на нашем рынке труда безвыходных ситуаций не бывает.